Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. В 20 веке большое распространение получили теории, обосновывающие значение науки и техники в развитии общества. Они в той или иной мере отражают реальные тенденции и социальную роль научно-технического прогресса в современном мире. Согласно этим теориям, научно-технический прогресс имеет решающее влияние на производительность общественного труда, на экономическую эффективность материального производства, но не только на это, а также на развитие социальной структуры общества. Станет ли территория опережающего развития индустриальный парк Кангаласы тем местом, где царит технократия, где исповедуется культ технологий и предпринимательства? Об этом наш сегодняшний выпуск. Не стану абсолютизировать роль научно-технического фактора в развитии общества. Его влияние нужно рассматривать не изолированно, а в совокупности различных обстоятельств и отношений, также являющихся важнейшими слагаемыми национального достояния и общественного прогресса. Однако, если на одной площадке создать новые условия производства и увеличить частоту деловых контактов целеустремленных, активных людей, не исключено, что именно технологии станут ценностной доминантой резидентов данной территории, основой мировоззрения. С обсуждения этого момента и начался разговор с генеральным директором индустриального парка Кангаласы Дмитрием Борисовым. Дмитрий Васильевич, а вы подразумеваете синергетический эффект взаимодействия своих резидентов? Весь мир так развивается, такими именно точками ускоренного роста. Это везде так принято, и это нормально. Сколько для этого надо резидентов, для того, чтобы вот эта вот жизнь забурлила? Потому что первые 9, ну, понятно, это маловато. Потолка нету. У нас ограничения только, конечно, в земельных участках, в первую очередь. Потому что инфраструктура у нас представляется, это именно земельные участки с подведенной туда инженерной структурой. Ну, все зависит от размеров самих производств. Ну, будем говорить о нескольких десятков компаний, которые там откроют свои производственные мощности. Нету никакой 1000% гарантии, что все абсолютно заявки, все абсолютно одобренные резиденты, там, у всех будет успешен проект, допустим, да, будет какие-то ротация, допустим, да, она предусматривается. То, что у нас все-таки формат нашего ТОРа – это индустриальный парк. А каков вообще формат индустриального парка? Формат индустриального парка нашего – это индустриальный парк поддержки малого и среднего предпринимательства. То есть мы как раз сразу же и говорим в своей концепции, что это не большие производства, не мегазаводы. Вот, и готовим стандартизированный подход есть к созданию индустриальных парков. Это стандарты Минпромторга Российской Федерации, Ассоциации индустриальных парков России. В Якутии очень сложно развивать производство. Уж в особенности связанное с поставщиками или реализацией за ее пределами. Сказываются колоссальные транспортные издержки. Но для малых и средних предприятий, ориентированных на герметичный, внутренний республиканский рынок, оптимальным решением является нахождение на территории опережающего развития с предоставленными за счет государства инфраструктурными возможностями. Это, конечно, большое подспорье, большой импульс для развития статуса резидента ТОРа, потому что те преференции, которые дает закон о территориях опережающего развития, он в соответствии, по анализу с другими, с мировой практикой, говорит, что это самые лучшие условия. Были приняты самые лучшие условия по каждому из критериев и сформированы в законе о ТОРах. Завод по производству полиэтиленовых труб «Эгопласт» – одна из 7 компаний, которые к сентябрю должны запустить первую очередь своего предприятия на территории опережающего развития индустриальный парк Кангаласы. Так почему вы решили стать резидентом индустриального парка Кангаласа? За 3 года мы уже наработали свои, скажем, такие технологии производства, да, свою определенную клиентуру. И стал такой выбор развиваться дальше, да, и в каком направлении развиваться. И потому что производство, оно дело такое, что оно выгодно, когда есть массовое производство, когда есть массовый потребитель. Полиэтилен – это такой материал, он очень такого широкого спектра
использования. Да, то есть мы можем и трубы производить, да, мы хотим и как малого диаметра, так и больших таких диаметров, там, до 300 миллиметров производить. Можно вот системы водоотведения мы начинаем внедрять в республику. Мы начинаем какие-то вот новые технологии разрабатывать, да, для того, чтобы полиэтилен вот именно из материала производить что-то новое, вносить легкость вообще в жизнь. То есть для вас, получается, все равно это выгодно? Если мы ориентируемся на расширение, да, то это, соответственно, еще и новые мощности мы будем внедрять. Да, то есть это новое оборудование еще. И, конечно же, перенос оборудования вообще из которое уже работающего оборудования, это, конечно же, во-первых, временных затрат требует, а во-вторых, определенных денежных и технологических затрат. Но мы как-то смотрим с оптимизмом на то, что вот эти вот затраты нам окупятся вот новыми объемами производства. Мы хотим, чтобы вот это вот потребности нашей республики, чтобы они покрывались вот нашим заводом, чтобы люди не возили воздух, чтобы транспортировка вот материалов, она была минимальна по срокам и по транспортным издержкам. Компания все вот эти вот траты предстоящие берет на себя, или вы нашли какого-то стороннего инвестора? В качестве, скажем, инвесторов, да, очень рассчитываем на поддержку от фонда малого предпринимательства, то есть в виде таких кредитных линий. Да, но в основном, конечно же, своими силами мы по максимуму постараемся вот это реализовать. А ваш переезд в индустриальный парк Кангаласы связан ведь и с поиском трудовых ресурсов. Как дела с этим обстоят? Нам нужны люди именно с техническим складом ума. Да? То есть, конечно, очень сложно в республике найти специалистов вот именно данного направления. Их практически нет. Мы свои кадры взращиваем сами. То есть мы берем и ребят со средним техническим образованием, да, и сами вот от начала и до конца обучаем, как бы в процессе производства это все дело происходит, поэтому здесь главное здесь главное отношение вот к работе и отношение вообще к технике как таковой, да, понимание вот производственного цикла, и считаю, главное вот голова у человека. Что можно сказать о социальной эффективности индустриального парка Кангаласы? Наш социальный смысл – это открытие рабочих мест, создание рабочих мест в микрорайоне Кангаласы, потому что предыстория этого проекта – это создание индустриального парка, который откроет новые рабочие места и решит большую проблему с занятостью населения микрорайона Кангаласы, ближайших населенных пунктов Капитоновка, Тулагина, Кильянский, Наслек. Эта задача перед нами была поставлена администрацией города Якутска. Ну и в этом направлении мы двигаясь, в итоге пришли к тому, что мы еще и получили статус ТОРа. Но ведь в основном будут требоваться квалифицированные кадры. Поселок создавался на базе угольного разреза, то есть там и есть грамотные люди, которые сейчас работают, каждый день вынуждены ездить за десятки километров на свое рабочее место, допустим, вот в центре Якутска. И мы предложили потенциально возможность получить работу на месте. У нас сейчас огромная база резюме, которым оперируют наши резиденты. И при открытии своих производств они уже знают потенциально, каких работников они могут привлечь из местных кадров. На сегодняшний день база резюме находится в балансе с количеством вакансий. Положительный баланс отдачи и вложений видят для себя предприятия-резиденты. Очевидно, экономически эффективным проект станет и для государства. Совокупное отчисление только 13 резидентов в бюджеты всех уровней за 10 лет составит свыше 2 миллиардов рублей. Экономическую эффективность и бюджетную эффективность мы рассчитывали. Она рассчитывается в десятилетнем периоде. Эффективность есть, поэтому и мы получили статус ТОРа. И это с одной стороны. С другой стороны, говорить о том, что это огромные деньги вкладываются государственные, нет, не огромные.
Речь об этом не идет? Нет, потому что на сегодняшний день утвержденный бюджет – это 213 миллионов на инфраструктуру. Именно на инфраструктуру, на подводки? На подводку газопроводов, электричество, подъездные пути, подготовка территории, там, ограждение. Это такие вещи, которые они в любом случае остаются на балансе, они не уходят тем же самым резидентам, они просто пользуются ими. Это не значит, что государство вкладывается в бизнес, конкретно в уставные капиталы, там, прочее, участвует в этом. Нет, это создаются условия. Я бы даже сказал, определенные преимущества для развития. И вот еще один аспект, который не должен остаться за кадром. В принципе, даже переносить производство – это, по-моему, неправильный термин, потому что в основном это создание нового производства. Как такового переноса, допустим, там в основном резиденты технопарка, они созданы внутри технопарка, они стартапы, бывшие, так уже скажем. Сейчас в этом году они уже будут выпускниками, и они в любом случае должны были где-то найти собственную площадку. Это мы не делаем так, что, допустим, какой-то действующий завод, который работал 15 лет, приносил прибыль и вдруг уходит на территорию ТОРа, где он получает льготы после этого. Нет, у нас политика такая, что мы создаем новые производства. В создании новых производств участвуют несколько сторон. Российская Федерация, республика, муниципальное образование, резиденты. Поэтому очень важна координация деятельности. То, на что обратил внимание во время своего визита в индустриальный парк Кангаласы заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Надо, чтобы все взаимодействовало правильно. Тут нет ситуации сваливать друг на друга работу. Тут надо всем объединиться и работать на единый результат. Если мы постоянно будем сюда приезжать, помогать, подключаться, но вы даже сразу настроены быть на то, что все будет успешно только когда будете работать вместе. Ладно, успехов. Вот вы знаете, во влажных тропических лесах живет 2/3 всех видов животных и растений планеты, а также 80% всех насекомых. Таков благоприятный климат. Вот будет ли благоприятным инвестиционный климат территории опережающего развития индустриальный парк Кангаласы для своих резидентов, предпринимателей? И будет ли соответствующая отдача от резидентов и предпринимателей? Во всяком случае, я очень на это рассчитываю. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.